Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему, что для вас уже предрешено свыше. Загадайте, пожалуйста, на свою жизнь и судьбу, и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Высшие силы водят моими руками, будет кровь то, что сейчас у нас скрыто, и то, о чем мы желаем слышать, знать. Так, интересно. Крупные такие фрагменты и очень интересные. Давайте пойдем по порядку. И да, мои хорошие, не забывайте, что отсыпка у меня общая. И чужого не берите, мимо своего, пожалуйста, не проходите. Для начала здесь показывают мужчину с чашей в руках. Мужчина эту чашу вам дает, вам ее предлагает. Это предложение мужчины, от которого вы не в силах будете отказаться. Либо это то самое предложение, которое вы так долго ждали. Причем это не обязательно связано с вашими, например, любовными делами. Да? У кого-то отыграется, да, мужчина сделает предложение руки и сердца, а у кого-то мужчина уже в паре, в браке, наконец-таки будет предлагать женщине то, чего она так долго ждала. Ну, допустим, да, приобрести собственное жилье, либо куда-то съехать, переехать, либо завести еще одного ребенка, либо, допустим, что-то для женщины сделать, вот конкретно она от него ждала, просила, и вот он как бы морозился, либо в принципе отказывался, и тут он сам предлагает. Не в силах отказаться, либо это то, чего так долго ждали, то, во что уже не верили, либо потеряли всяческую надежду. Здесь мужчина действительно сможет удивить, мужчина сможет порадовать. И еще такими чашами могут показывать подарки, которые делает мужчина. Ну, допустим, живете вы скромно, мечтаете о шубе, либо о каких-нибудь там, дорогих брендовых украшениях. Вот, смотрите на своего парня, либо мужа и думаете, откуда у него там пару десятков тысяч долларов, либо евро на там, не знаю, колечко Cartier, либо на какую-нибудь действительно красивую шубку. А вот он возьмет и сделает, вот возьмет и удивит. Кстати, да, скоро Новый год, так что, девочки, чудеса случаются. У кого-то отыграется действительно дорогой подарок. Да. Но мужчина с левой стороны, он вам протягивает эту чашу, вы такая стоите в полуобморочном состоянии, и такая, глазам поверить не могу, неужели это происходит? Неужели это не сон? Ущипните меня. Мужчина сделает вам приятно. И также, девчонки, если вы, например, долго с мужчиной общаетесь, никак не сходитесь, либо он никак не может решиться, допустим, связать свою жизнь с вами, то по этой чаше тут явно будет то, что вам точно понравится. Дальше, мои хорошие, показано, что вы какой-то корове рога обламываете. Корова – это какой-то очень буйный, упрямый и своенравный человек. И также коровы могут показать очень противного и опасного врага. С левой стороны картинка. Вы мало того, что обламываете рога, вы еще сверху как наездница сидите, либо наездник. Подумайте сейчас, кто в вашем окружении действительно как корова, которая все время бодается, доставляет вам 1001 неприятность. И знаете, что судьба решила, что вы должны как объездить эту корову, да? Не только оседлать, но и укротить нрав этой коровы. То есть здесь победа, здесь заставить человека действовать в своих интересах.
здесь обуздать необузданное, ну и очень громко о себе заявить. Рост вашей репутации идет. Сразу хочу сказать, что корова достаточно мощная, и здесь чем-то похоже на Родео. Да, она будет пытаться вас с себя скинуть, но вы будете ловки, вы будете держаться. Скорее всего, у вас уже есть либо подготовка, либо за жизнь вы натренировались. Может быть, не только на коровах, но и на быках. Да, как обламывать им рога. Вижу, что все получится. С победой над этой коровой у вас действительно репутация улучшается, и ваш рейтинг, он растет. То есть вы превращаетесь в человека, которого уважают, перед которым ведут себя скромно и спокойно, с кем считаются, ну, либо на кого равняются. То есть очень классно. Тут только бонусы получите. Но будет очень тяжело, будет очень непросто. Корова, возможно, даже бешеная. Ну и ничего, вы справитесь. В вас высшие верят. И здесь вот все уже даже показано. Все получится. Дальше, мои хорошие, показывают то ли квартиру, то ли дом. Место, где все будет сделано для вас, либо под вас, скорее всего, вашими руками. Ну, либо любящими руками в угоду вам будет все сделано в вашем стиле, в вашем вкусе и для вашего комфорта. Здесь вы четко показали, что вы там хозяйка, либо вы там хозяин, и вы себя там максимально хорошо чувствуете. То есть прям стопроцентное попадание. Вот дом моей мечты, либо квартира моей мечты. Дальше показано, что сейчас, скорее всего, это невозможно, либо это прям совсем невероятно, но судьба умеет удивить. Высшие силы умеют удивить, умеют порадовать. За вашей спиной целый мешок добрых дел. Вы очень угодили высшим силам, угодили своей добротой, угодили своим кротким нравом, угодили тем, что вы действительно набожный верующий человек. Вы живете по высоким стандартам, да, высокие стандарты. То есть вы себя и контролируете, и сдерживаете. Вы не истеричка, не псих какой-то. Вы никогда мимо не пройдете, неважно, это человек, либо это животное. Даже своих обидчиков вы умеете простить и даже пожалеть, а это очень ценно. За вашей спиной целый мешок добрых дел. Это то, что вы обмениваете на этот дом, либо на эту квартиру. То есть, понимаете, вы вот страдали, вы вот мучились, вы несли, ну, возможно, какие-то даже потери, но вы не сдавались, вы не опускались до истерик, вы не проклинали небеса за тяжелую жизнь. Вы просто жили, как считали правильно, как считали нужно. Но и опять же, ваша доброта, ваши ежедневные добрые поступки, они ведь все вам записывались, они все вот приплюсовывались, да, к вашим достижениям. И вижу, что высшие силы вам вот именно жильем отплатят, либо жильем наградят. Даже если вы сейчас прям в долгах, как в шелках, даже если вы один как перст, даже если... Но для вас это прям совсем такое, вот, знаете, проще в космос летать, да, чем свое жилье приобрести. Но вот вижу, что будет. Вижу, что будет. Да, не сейчас, да, возможно, не в ближайшие несколько там дней, недель, месяцев, но точно будет. Вижу, что получится. Получится, и радость будет в этом доме, в этом жилище. И счастье познаете, и покой обретете. Прям, ну, хороший знак, очень хороший. Ну, дом, мне показывают вообще дом, но может быть и квартира. Вот, жилище, ваше жилище. Мы же смотрим на всю вашу жизнь и судьбу, правильно? Вот, так что не спешите мне писать в комментариях, что это нереально, это невозможно. Вы зашли на эту отсыпку. Да? Среди тысяч, десятков тысяч видео вы попали именно на это. Да? Именно это видео вы увидели. Значит, это вам послание. Значит, это про вас и про ваше будущее. Дальше. Вернуть свое себе. Тут... либо речь о каком-то, может быть, имуществе, может быть, о каких-то вещах, предметах, деньгах, о каком-то человеке, да, у которого у вас забрали, увели. Вы все разные, у каждого отыграется по-своему. Небеса решили, что вы свое должны вернуть себе. То, что прям считаете своим родным, и то, что считаете своей собственностью. Именно это будете возвращать. Но здесь так показали, что возвращение... оно
либо через суд будет идти, суд высших сил, суд мирской, да, вот обычный гражданский суд, либо вам придется что-то сделать, как побороться, да, вот заявить свои права, что это мое, так что подавайте мне его взад, да, это мое. Не стесняйтесь и не бойтесь этого. Я вижу, что ваши права будут восстановлены. И неважно, еще раз, это какой-то предмет, какая-то вещь, имущество, либо это человек. Свое вы точно назад вернете. Свое вернете. Бояться этого не надо. И вижу, что вы выиграете, да, вы свое назад вернете. Ну, по-другому здесь быть и не может. С правой стороны свое вернуть себе. Еще раз говорю, вещь, предмет, деньги, имущество, либо человек. Свое себе назад вернете. То, что считаете именно своим. И еще какая-то книга перед вами откроется. Книга мудрости, книга знаний. Может быть, какие-то действительно новые знания, образование даже у кого-то отыграется. Как будто бы вам не хватает. Не хватает каких-то знаний, либо не хватает какой-то конкретной информации. Ну, может, действительно образования не хватает. Будете жадно читать эту книгу. Книгу читать тяжело, но тем не менее вы с этим справитесь. И вы этой книгой, знаете, вот так открываете книгу, домиком делаете, да, и над головой ее ставите. Вы этой книгой как закроетесь, защититесь. И также благодаря этой книге очень значительно будете отличаться от тех людей, которые вас окружают. То есть вы на себя обратите внимание, либо вы покажете свое превосходство над всеми другими людьми. То есть здесь знание, здесь наука, здесь обучение идет вам 100% на пользу. По-другому тут и не скажешь. И еще показывают свадебные колокола, очень громкие и веселые. Но у одних отыграется, что это колокола звенят на вашей свадьбе, а у других, возможно, это свадьба ваших детей, либо ваших внуков. То есть вам еще на свадьбах гулять. Либо самой участвовать, да, в качестве невесты, либо участвовать в качестве жениха, либо выдавать замуж, женить. Здесь счастливый брак. Кто бы ни женился, кто бы замуж не выходил, очень счастливый брак. И над ним ангела показывают. То есть благословили небеса этот брак на счастье, на изобилие, на достаток, на то, чтобы детки рождались, да, на то, чтобы люди жили в миру, в ладу, прожили долгую счастливую жизнь. Очень классный знак. Так что свадьбе быть, празднику быть. Будете невестой либо женихом, либо будете выдавать замуж, женить своих отпрысков, назовем это так. И еще показано, что вам нужно будет менять что-то в своей жизни, причем отказываться от каких-то привычек. Привычки вроде как и не сильно там какие-то плохие, но в то же время они в дальнейшей перспективе могут повлиять на качество вашей жизни, на состояние вашего здоровья. Это не обязательно там сигареты, алкоголь. Это может быть пристрастие там, к сладкому, либо к соленому, там, ядреному, перченому. Это может быть сидячий образ жизни, либо наоборот, да, слишком активный, да, вы много там бегаете, ходите, стираете ноги, грубо говоря. Вижу, что будете менять, и это будет очень непросто, но будет какая-то необходимость для этого. То есть высшие силы придумают для вас необходимость, и под действием этой необходимости будете менять свои привычки, пристрастия, и сразу же будете понимать, что да, так лучше, так легче, так проще, так интереснее в конце концов. Да, многое поменяется, многое. Еще люди, которые взялись за руки и вас взяли. Но это какой-то дружный коллектив, либо это какие-то настоящие вот действительно друзья, которые верные, честные, преданные, друзья, с которыми можно хоть в разведку, да, хоть куда. Вы с этими людьми стоите вместе, они вас за руки берут. Это не один человек. Мне почему-то идет, что это какой-то коллектив, либо группа людей. Вы туда идеально вольетесь, идеально впишетесь. И с этими людьми вы себя будете чувствовать, вот как
в полной безопасности, скорее всего, да, абсолютно положительные люди, абсолютно доверительные отношения, и вы понимаете, что у вас надежный тыл, да, что бы с вами в жизни ни происходило, как бы там жизнь ни крутила, ни выкручивала, есть те, на кого можно облокотиться, причем в любой момент. Те, кто не будут там придумывать причины, чтобы отказать, те, кто не будет морозиться, а те, кто вот прям побегут и помогут. Так мне идет. Но это какая-то группа, это какой-то коллектив. Не могу понять, что это с левой стороны. Вы еще не знаете этих людей, либо вы еще не познакомились, не влились в этот коллектив. Но это все впереди. Интересные люди. Сильные. Вот знаете, отличительная черта – это сильные люди. Успешные и сильные люди. И вы вливаетесь в этот коллектив. Дальше показывают человека, который занимается каким-то капитальным строительством. Да? Человек что-то выстраивает, такое надежное, прочное на века. Очень похоже, что вы за свое какое-то дело возьметесь. Либо свое дело, уже имеющееся, вы значительно укрепите и выведете на новый уровень. Опять же, есть люди, которые уже сами на себя работают, а есть те, кто только лишь на пути к этому. Но настолько вы все капитально делаете, настолько прочно, я так понимаю, что ваши там, не знаю, правнуки, праправнуки будут продолжать ваше дело. То ли вашим именем будет называться, то ли ваше имя это как бренд станет. Ну, в общем, хороший знак, особенно для предпринимателей, либо кто к этому стремится. Высшие силы видят в вас очень крутой потенциал. Вы действительно мастер от Бога. Возможно, в вашем роду тоже были мастера, и род просто в своем ДНК накопил это все. И именно все это пробьется, прольется в вас и в ваших наследниках. Вы закладываете мощный фундамент, и ваши наследники будут это все продолжать и укреплять. То есть вы, получается, как мать, либо отец-основатель идете. Да, вам это по судьбе. И вижу вас в зрелом, прям уже в зрелом возрасте, очень довольным человеком. Человек, который гордится тем делом, которым занимается. Человек гордится, что добился вот таких высот. Человек, который сам себя сделал, грубо говоря. Да никто у вас не верил. Возможно, над вами там смеялись, либо будут смеяться. Но вы действительно запредельные высоты берете. Это вот четко здесь показано. Дальше. Вернуть любовь. Как-то так идет. Вернуть любовь. Мужчина и женщина одинаково. Если вы очень сильно любили, может быть, там много лет назад, и вот не случилось, да, не срослось, не получилось, может быть, кто-то помешал, может быть, все бывает, да, может, сами там в свое время не среагировали. Мне вот идет, что кому-то любовь вернется. Причем она не просто вернется, она как будто бы на углях, да, угли еще тлеют, и такой вспыхнет огромный пожар, не пожар, костер, да, пожар в душе, в сердце пожар, а тут костер. И люди, сколько бы времени между ними не прошло, снова сойдутся, снова объединятся. И в этот раз уже любовь и отношения будут максимально счастливыми. То есть, я так понимаю, какая-то первая любовь, да, либо первый брак, там, первые отношения. Вот любовь мне идет, вернуть любовь в жизнь, вернуть любовные отношения. Дальше здесь какое-то странное предсказание. Не могу понять конкретно, что это. Возможно, вы поймете. Здесь показан черный огонь. И показано, что когда этот черный огонь, он потухнет, прогорит, потухнет, вы какие-то деньги будете получать. Деньги. Сейчас это невозможно, либо вам отказывают, но когда этот черный огонь потухнет, вы деньги получите. Не могу сказать, за что и почему. Где-то за спиной у вас горит. То есть это уже происходит, либо это уже произошло, но еще горит. Вот как только потухнет, вы деньги получите. Деньги, причем большие деньги. Это не какая-то мелочь. Большие деньги. Дальше похоже на документ. Документ с печатями, с подписями. Документ, да. Бумажка, документ, либо кусок пластика, может быть, как документ. То, что сейчас в левой стороне находится, то, чего очень сильно хотите, но то, что получить невозможно.
либо вы, в принципе, понимаете, что ваши шансы, они там приблизительно равны нулю, да, а может быть и даже в минус уходят ваши шансы. Какая-то вот безвыходность и грусть чувствуется, когда вы думаете об этом документе. Вы его очень хотите получить, а вам то ли отказывают. Возможно, даже чудо должно произойти, и вы этот документ тогда только получите. Шансов прям совсем нет. Но вижу, что вы этот документ в руках будете держать. Будете держать, и там ваше имя будет написано. И этот документ – это ваша гарантия, не знаю, спокойной жизни, либо гарантия богатой жизни, либо гарантия, обеспечивающая вам право на что-то. Но вот в таком ключе. Знаете, там что-то вверху произойдет. Мне идет, что вверху что-то произойдет, и вот именно сверху этот документ на вас спустится. То есть при том, что шансов у вас сейчас нет, и как бы вы ни старались, вы все равно как бы не можете получить, да, документ вам недоступен, сверху спустится. Может быть, какие-то поправки в законах, решения правителей стран, там, может быть, чиновников, госслужащих, какая-то, не знаю, поблажка, либо амнистия, что-то в таком ключе. И этот документ вам просто спускается свыше, вам его так, ну, типа, кидают свыше, говорят, набери. И вы такая, блин, не может быть, неужели у меня этот документ? Счастье, вижу ваше счастье, получение этого документа. И вижу ваше вот это состояние дзена, когда вы такая, ну все, можно теперь расслабиться, можно теперь передохнуть, можно теперь вот пожить спокойно. Вот такое ощущение идет. Не знаю, что за волшебный документ, может быть, какой-то вид на жительство, может быть, какая-то виза, может быть, даже какое-то гражданство. Но вот в таком ключе. Что-то очень важное, то, что сейчас ну, никак нельзя получить. И шансов получить это нету. Да, вот прям ноль и все. И хоть плачь. Сверху вам спустится этот документ. Это вот слева показали. Да, очень неожиданно, но очень-очень приятно. Как будто бы действительно чудо произошло, мечта сбылась. Дальше, с правой стороны, борьба. Борьба за жизнь. Либо за свою боретесь жизнь, либо боретесь за жизнь кого-то близкого. Очень похоже на какие-то болезни, которые есть у человека. Здесь болезнь показана как будто бы испытание. Испытание на прочность, испытание на жизнелюбие, скорее всего. Да? Если типа любишь жизнь, борись за себя. Если ты сильный человек, то ты победишь. Если ты дашь слабину, то эта болезнь тебя просто вот как проглотит, да, накроет. Это, конечно, страшно выглядит, но тем не менее, это испытание, либо кармическое испытание, либо действительно, пережив этот весь ад, вы должны что-то обрести, получить, либо сами про себя узнать, либо в себе раскрыть. Я такое видела пару раз, когда ко мне приходили люди с очень сильнейшими экстрасенсорными способностями. И также я видела такое, когда человек действительно проходил свою карму. Там достаточно неспокойная была карма, и много за род пришлось человеку взять на себя, да, вот отработать не только за себя, но и за тех, кто был до него. И вот у вас такая же картинка, похожая, по крайней мере, на то, что я видела уже в своей практике, на то, с чем я сталкивалась, но с одним таким нюансом. Вам кто-то помогает, причем кто-то вас с последних сил, вот знаете, как будто бы вот за шиворот, да, вот сзади схватили вас за шиворот и вас тащат, вытаскивают из цепких лап этой болезни, либо болезненного состояния. Ну, либо вашего близкого кто-то будет тащить. Я так понимаю, что это либо какой-то целитель, либо это какой-то доктор, да, вот настоящий профессиональный доктор. Не просто доктор, а доктор, который любит свое дело, знает свое дело. Может быть, даже какие-то новые экспериментальные препараты, либо действительно это какая-то нетрадиционная медицина, в которую там больше нужно верить, чем она помогает. Кто-то вас вытаскивает, кто-то вам еще и помогает. То есть
вы не сами с собой, не наедине с этой проблемой, либо ваш близкий не наедине с этой проблемой. Появится тот, кто отчаянно будет тащить, будет помогать. И вы знаете, болезнь отступит, либо вот это болезненное состояние, оно уйдет, чем бы оно ни было. Но очень похоже на что-то очень плохое. Ох, сложно, конечно, смотреть такие вещи, сложно о них говорить, понимая, что это общее. Я, конечно, искренне желаю, чтобы никто из моих дорогих зрителей никогда в своей жизни с подобными болезнями либо болезненными состояниями не столкнулся. Но если информация идет, значит, кому-то нужно об этом узнать. Ничего, ничего, выберитесь, и вас еще и за шиворот вытащат. Да, вы это переживете. Дальше показывают большой чайник. Большой чайник – это большая семья. Большая, шумная, громкая семья. Это семья ваша, то есть если вы из большой семьи, то люди будут снова вместе, снова будут собираться за одним большим столом. Ну, либо постоянно общаться, поддерживать связь. Если у вас родни, там кот наплакал, да, совсем мало людей осталось, то я так понимаю, что вы вольетесь в такую большую семью посредством, например, там, женитесь, либо выйдете замуж за члена такой большой семьи, ну, либо вы в семью такую громкую, шумную, большую выдадите там замуж дочь, либо жените сына. То есть вы станете частью большой дружной семьи, веселой и дружной. Вот это прям подчеркну, веселая и дружная. Очень приятные люди, их очень много, они все общаются, они все друг друга поддерживают. Это замечательное состояние причастности, либо участия, да, в таких вот семейных посиделках, в семейных связях. Просто теплом обдает вот от этого чайника, от того, как люди друг к другу относятся. Просто чудесно. Ну и также такой знак может говорить о том, что богатая семья. Да? То есть, возможно, вы выйдете за представителя богатой семьи, либо вы женитесь на представительнице богатой семьи, ну, либо своих детей, может быть, там, да, пожените. То есть тоже, да, этот чайник может об этом говорить. Но как бы там ни было, славный чайник, и я вас с этим поздравляю, от души за вас рада. И еще, мои хорошие, показано наследство. Причем наследство может быть как и материального характера, да, там имущество, движимое, недвижимое, там деньги. И также может быть наследство нечто на высоких тонах. То есть это дар, это способность, это умение. То, что вы не только получили, но и то, что вы в себе открыли и сами применяете. Ну, либо наследство, которым вы будете пользоваться. Здесь наследство идет очень богатым и очень таким объемным, существенным, что бы это ни было. Это наследство вам еще откроется. И от этого наследства вам и нельзя отказываться. Да и в принципе к чему, зачем отказываться. Будете принимать большое наследство. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.